Так, ну это подальше на берег. Ну ладно, поехали. Коли рыбаки. Как оценить урожай-то? Ну, хотя и на безрыбьях рыба. Нормально. Пойдем. Не все же коту масленица. Когда-то и поститься надо. Ну что, Валерий Батькович, дно хоть закрыла рыба-то? Меня больше сети ловили. А, Вот это последняя какая-то сейчас запутанная. сейчас поможем. Так, ну что, получил легкое приключение. С краю воткнул, причалил, с краю воткнул, стал, чтобы слезть. А у меня вил, там еще склон, и по склону вил, весло уходить начало. Так как она отодвинулась, лодка тоже отодвинулась, и я стал падать, чтобы сильно не упасть. Куда-то край воды, бах, у меня стало тоже вил уходить. Ну это встала, лодка встала, я так постоял, не намочился, вылез. Что я не упал-то? Я за траву схватился рукой. Это мне равновесие помогло удержать. Ну, сейчас операция по спасению весла. Эй, не прыгать в лодке. Угу. Ёлки-моталки. Эй, как тебя достать-то? Так, види только до зубней нет. А что это кинокамерой? О, что ты? Зря, что ли? О, ну, в ледяную воду нырять. Ой-ой-ой, было бы. Так, ну ладно. Хорошо, что все хорошо кончается. Стоять. Так, кажется, все нормально. За окунем погналась и супер запуталась. Да нет, вообще-то сильно не запуталась. Так, как-то тут крутанулось. Не понял, они что? Как это они запутались-то? Так, как-то тут крутанулось. Ну что, Валерий Батькович? 10 точно есть. А 12 не знаю. 11, скорее всего, литров. Ну и ладно, тоже ничего, улов. Нас не обсмеют, если мы это домой привезем. Ведро. Всего лишь ведро. Давай завтра на пеле еще сходим. На одну ночку и тоже много сетей кидать не будем. Попадет, хорошо. Ну хотя бы с горкой, мама мия. И то больше ведра попало, можно сказать. Солнце выглядывает. Но если судить по прогнозу, дожди должны навалиться. С Мурманска, с Архангельска, там вроде как дожди идут. Может, дождь лучше попадет. Ладно. Что попадет, то и ладно. По сути дела, это уже на зиму. Лов рыбы. Так, ну последняя у нас вынуть лодку. Так, она у меня... Тогда мы одной веревкой обошлись. Да. Она у меня распутать. Вот редиска. Не захотела распутаться. Так, ну-ка, комком кину. Опа! Ну, хотя бы так. Ну что? Так, бантиком завяжу. Ну что, Валерий Батькович, готов к труду обороне? Я готов. Так, ну, руками. Что-то там еще плещется. О, нет, ноги скользят. Так. Ну, все кач куда-то цепляет. Слушай, рыбалка это такая физкультура. Супер. Фитнес какой-то. Рыбалка нафиг. Фух. И будешь, Италия будет как у этого
Аполлона. Так, ну что, домой? Нормально. Ну, покеда. До года. Не говори гоп, пока не перепрыгнем. Как в Москве, если 3 декабря зима будет, Да. может и ноябрь весь придется тут гулять, да. Сегодня по радио передали, что осень, предзимний период задерживается охереть на месяц. Вот сейчас лучше москвичи жалуются, на 20 дней у них задержка. Меня пугали, вы замерзнете. Какой там замерзнете? Если 20 дней еще ждать, пока замерзнет. Кошмар. Я говорю, тепло, жарко, +7. Я там одежду взял, думаю, холодно будет. Хрен холодно. Тепло. Если до середины ноября лед не будет, наверное, грибы опять полезут. За волнушками пойдем. Ну, волнушек не знаю, но один раз в жизни было, с того и на Мыдмос пошли. В общем, замерзала Вашка-то, опять оттаяла, и где-то только 11 ноября остывать стало. А в этот промежуток мы с тобой пошли по лесу сплошняком, на квадратном метре по 3 гриба, белые грибы, буряки. Охренеть. Охренели. Да. И веди мух ничего не, значит, подряд коси и собирай, не червивые. Все слезательно. Так что оптимистом надо быть. Так. Я понял, ты намекаешь, грибной поход нам предстоит. Если так тянуть будет, чё ж, Да. Уходим, хоть оглянулся там, ничего не забыли. А то я оглянут. столько раз забывал. Пальцев на руки не хватит. Поэтому лучше оглядываться в нашем возрасте. Сегодня утром Сыктывкар прогноз погоды дал. Переменная облачность и дождь. Ну, в Воркуте дождь со снегом. Переменная облачность была. Включая даже солнце выглядывало. Где дождь? Я столько одежды взял, включая меховую безрукавку. 10 минут назад протикало 3 часа, но такие сумерки в лесу. Приличные сумерки. Поэтому зажигаем свет. И со светом будем дальше работать. Работает, работает. Классная штука эта маленькая электростанция. Со светом намного лучше жить в избушке, когда темно. Осенью вообще темно. Да. Большинство суток. Ну что, понеслись. О, есть вес. Сейчас мы проверим. А что проверять? А, ну да, сколько засолить-то. Так, ждите. Так, ну что, ты сюда, а вы сюда. Ну, есть. Ну что, за водой? Ух, рыбой пахнет. Так, ну что, помочить вас надо? Надо помыть. Пока хватит, ждите. Так, ну что, по закону Архимеда надо отметить улов. В смысле, укус есть. Опа-на, достаточно большую плотвичку съел. Съела щукочка. Ни хрена себе. Как она влезла? Вот голова сварилась. Такая. Ни хрена себе. Как она не лопнула. Щука мелочи не балуется. Кушать-то кушать. Можно и плотву, но мне дядя Валера
Валерий Батькович заказал окуня. Ну, где вы там? Вроде окуня были. О, вроде их было несколько штук. Ну, я полотвичку и все себе добавлю. Ладно, много вредно. Уху мы обожаем, как-то с детства приучились, хлеб с маслом и уха. Ух! Ух ты! Редиска, ты че прыгаешь? Ну, икра третья стадия, уже достаточно хорошо развита. Так, ну что, хватит? Хватит. А то в прошлый раз, блин, чуть не лопнул. Переедать тоже вредно для здоровья. Талия как пропадет, никто меня не узнает. Осталось потом пообедать, поужинать. Ну, остальную рыбу будем после ужина разделывать. 4:30 вечера. У нас прилично дюжить темновато. Дюже темно, особенно в лес, если соваться. А так ничего, со светом все окей.